Здравствуйте, с вами Николай Борисов, и мы находимся в неизвестном месте, где было обнаружено тело неизвестного мужчины неизвестного возраста. На самом деле здесь проходят съемки сериала «Батя», нового проекта от актеров Русского драматического театра, и сегодня мы прольем свет на это интереснейшее действие. Итак, ребята, расскажите немножко, как пришла идея снятия данного сериала и какие ресурсы используются. Идея пришла неожиданно, мы на самом деле с Сергеем ехали. Мы решили съездить покормить машкару. Да. И у нас появился сюжет, что как будто бы англичанин в лесу собирает грибы. И мы подумали, это будет просто круто сделать маленький такой скетч, что англичанин такой весь с ножичком, весь такой педантичный, ходит по лесу и собирает эти самые грибы. Но по дороге мы заехали на военную базу, и тут у нас начался рождаться какой-то сюжет про постапокалипсис. И мы такие подумали, а давай как будто бы этот англичанин попал в будущее. Давай. Мы вначале вообще, когда снимали пилотную серию, мы не понимали, что мы снимали. Мы просто снимали, как чувак попал на какие-то развалины и пытается там осмотреться. И по ходу придумывали всякую ерунду. А потом уже дома у нас появилась идея добавить текст. И уже создать сюжет, и мы этот сюжет написали, озвучили, и получилось круто. Изначально это была чистой воды импровизация, по большому счету, да. И когда мы начали импровизировать, то какие-то уже наброски там тезисные, просто идеи начали приходить во время непосредственно самих съемок. Да, потом уже родилась такая легенда, что типа, а давай вот сделаем вот так-то и так-то. Да, и мы сделали вот эту пилотную серию, но перед тем, как ее выпустить в эфир, мы такие, а как мы ее назовем? Думали, и тут просто по-дурному в голове появилось слово «батя». Батя? Звучно и емко. Серега такой говорит, по-моему, мне нравится. Я такой, мне тоже. И вот так вот родился «Батя». Когда мы выложили пилотную серию в Инстаграм, мы получили очень много откликов от зрителей, от подписчиков. Такие говорят, ребята, это круто, мы хотим продолжения. Потом появилась первая серия, потом появилась вторая, и с каждой серии этот «Батя» все совершенствуется и совершенствуется. Пишем. С кого писался образ? Почему-то мне он напоминает там что-то из шестиструнного самурая. Нет, на самом деле, я говорю, образ это английский. Так совпало. Да, это так совпало. Образ это английский, представитель Англии, скажем так, лорд какой-то. Вот началось оттуда, а внутренности Бати, наполнение самого персонажа, это, наверное, Батя 90-х, 80-х годов. На самом деле, как тот, кто видел этот сериал, он аналогичный, то есть Батя очень понятно, педантичный. Внешний... Да, он внешний, совершенно в противовес тому, что о нем рассказывает его сын за кадром. И дети же видят по-другому своих родителей. То есть для детей тот же самый папа алкоголик, в жизни, а для ребенка он супергерой, который куда-то уходит спасать мир, делать что-то там важное. То есть он попал куда-то там, сыну рассказал одно, а сын все это представляет, пропуская через свою призму и подает это совершенно по-другому. То есть, что этот батя какой-то супергерой. В вашем творческом коллективе у вас действительно двое. Какие ресурсы используете? Ресурсы у нас есть 2 штатива, 1 телефон, 1 петличный микрофон, но мы им еще не пользовались. И самое главное, это стедикам, который всю картинку и вывозит по большому счету. И креатив. Приходит, конечно, очень тяжело снимать. Охота снимать, чтобы именно фишка Бати, чтобы он был казался как профессиональный, прям супер качественно. Но когда вдвоем, а еще нужно, чтобы и в кадре было 2 человека, это, вы сами видели, как это приходится всяко выкручиваться. Конечно, когда при монтаже много кадров не хватает, хочется еще такой план, такой. Самое сложное — это комбинированные съемки, которые как раз таки из-за того, что оборудование не совсем до конца профессиональное, как говорится, что имеем, с тем мы работаем. И когда у тебя, чисто технически тот, кто знает, понимает, что и фокус бегает, и светосила туда-сюда гуляет, и это очень сложно все соединить, потому что когда несколько людей в кадре, а артист всего лишь один, это не так все просто. Но мы очень сильно стараемся. Да. Правда, из-за того, что телефон сам может менять настройки, а мы не видим, а когда пересматриваешь, а есть такие кадры, когда его только можно 1 раз сделать, и потом дома при монтаже такой монтируешь и думаешь, и приходится даже от каких-то кадров прям отказываться. Хотя сама картинка могла бы получиться очень неплохо. Да, причем мы же не профессионалы, мы плохо знаем там
большой план, крупный, средний. Мы как бы чувствуем вот по наитию. ощущениям, да. Да, по ощущениям мы не претендуем там на каких-то режиссеров. Хорошая мысль, я хотел подвести как раз к режиссерам. Вот, какими фильмами, может быть, для вас вот, вы вдохновляете? Ну, если говорить про кинематограф, то на самом деле очень неоднозначно все, потому что когда это все рождается в процессе, можно потом впоследствии найти какое-то сходство с чем-то, да. А так максимально из того, что есть, пытаешься выжать качество картинки вот этой вот, да, и впоследствии действительно можно найти там сходство, я не знаю, там, начиная от Тарантино, там, Родригесом, заканчивая еще кем-нибудь. На самом деле... Я вот лично, да, когда все эти съемки проходят, я просто вот у нас и бэкстейдж одновременно, и все, и плейбэк этот, который мы просматриваем, тут же получился кадр или не получился кадр, мы сразу понимаем, что ага, вот это подойдет, или переписываем и делаем дальше. Поэтому тут до мирового уровня кинематографа нам еще долго. Но наши съемки, мне кажется, они такие. Мы хотим голливудского качества с русской душой. Да.